Здравствуйте, я Лоч Алексей, ученик 10 класса средней образовательной школы номер 15 города Нерюнгри. Темой моей работы – исследование магнитного поля города Нерюнгри и полезных ископаемых Южной Якутии. Одной из древнейших загадок естествознания остается существование магнитного поля как планетарного явления. Это физическая материя, связанная с горными породами, телургическими токами, полярными сияниями, по-прежнему не ясна для современных ученых. В наше время реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» инициирует изучение внутреннего строения Земли. Наш Тенгринский район содержит огромное количество источников магнитного поля, так как богат природными ресурсами. Это уголь 300 миллионов тонн, железо и руда более 2 миллиардов тонн и череид более 100 тысяч тонн. Мы предполагаем, что природные ресурсы влияют на магнитное поле местности. Объектом исследования является силовая характеристика магнитного поля. Цель нашей работы – выяснить влияние полезных ископаемых на магнитное поле Нерюнгринского района. Для этого мы поставили задачи: изучить источники информации по данному вопросу, измерить силовую характеристику магнитного поля в городе Нерюнгри, измерить магнитную индукцию природных ресурсов череита, каменного угля и разных образцов магнитного железняка, и измерить индукцию трубы на нефтеперекачивающей станции 19 нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. В первом эксперименте для определения индукции магнитного поля нашего города мы разделили ее на горизонтальную и вертикальную составляющую. Для определения горизонтальной составляющей мы использовали тангенс-буссоль. Сопоставляя различные значения витков тангенс-буссоли, мы нашли магнитную индукцию при двух разных силах тока. Вот два графика, на которых это показано. При этом на графиках видно, что чем больше количество витков тангенс-буссоли, тем больше индукция магнитного поля. Значит, чем больше ферромагнетиков полезных ископаемых в Земле, тем больше магнитная индукция на поверхности. Найдя среднее значение, мы вычислили, что горизонтальная составляющая магнитного поля равна 21,5 микротесла. Вертикальную составляющую магнитного поля берем равным с Москвой, так как они находятся примерно на одной географической широте, поэтому их вертикальная составляющая магнитного поля примерно одинакова, то есть 48,13 микротесла. Подставляем все в формулу и получаем, что магнитная индукция нашего города составляет 52,56 микротесла, что на 3,7% больше, чем в Москве, городе с развитой инфраструктурой. Отсюда следует, природные ресурсы влияют на магнитное поле местности. Во втором эксперименте мы сравнивали магнитную индукцию угля, череита и магнитного железняка. Индукция магнитного железняка была намного больше, чем у угля и череита. Поэтому мы взяли несколько образцов и измерили их по отдельности. У разных образцов были разные силовые характеристики магнитного поля. Это объясняется различным составом образцов. Чем больше примесей, тем меньше магнитная индукция. При этом объем образцов примерно равен. В последнем эксперименте мы ездили на нефтеперекачивающую станцию 19 нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан и измерили индукцию трубы на глубине 2 метров. Она колебалась всего от 0,2 до 0,8 миллитесла. Отсюда следует, учитывая, что труба находится на глубине 2 метров и имеет очень хорошую изоляцию, нефтепровод почти не влияет на магнитное поле местности. В заключение хочу сказать, что изменение магнитного поля повлечет изменения в образе жизни коренного населения, эвенков. Содержание промышленности на территории Южной Якутии требует изучения влияния магнитного поля на различные области жизнедеятельности человека. Поэтому мы планируем продолжить работу. Вот список литературы. Спасибо, до свидания.